А не охренел ли зритель вообще? Я была в шоке. Люди во время антракта демонстративно выпивают алкоголь. Сделать концерт – это огромный шаг для артиста. Это все-таки огромная ответственность, я считаю, то, что ты делаешь на сцене. Ты же показываешь пример. Ты знаешь, что у меня есть черный список артистов? Серьезно? Да. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Безнең чираттагы подкастыбызның кунагы үзенең моңы белән күңелләргә үтеп кергән Татарстанның татар эстрадасының якты йолдызларының берсе Лилия Хайруллина. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр, хөрмәтле тамашачылар. Исәнме, Артур? Шушындый матур, күркәм студияда утыруыма бик шатмын. Рәхмәт, Лилия. Килүең өчен һәм инде ассызыклап үтәсе килә. Безнең шундый күркәм милли студиябезнең ямен тагын да өстәгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт. После такого милли, да? После такого милли тяжело перестраиваться, друзья. Привет, Лиль. Привет. Как твои дела? Супер, у тебя? Отлично. У меня сегодня просто восхитительное настроение. Я подготовился сегодня к этому подкасту, но у меня такое игривое настроение, и я чувствую, что все пойдет не по плану. Я надеюсь, что будет очень интересно. У нас с тобой неинтересно не бывает никогда. Поэтому будет очень много смеха, бомбалейлы и всего прочего. Да. Ну что ж, погнали. Лиль, скажи, пожалуйста, вот по первому образованию ты вообще далеко не человек сцены. Угу. Как вообще тебя занесло в эту дремучую татарскую эстраду? На самом деле меня туда занесло раньше, чем я поступила учиться в Казанский государственный финансово-экономический институт. Вот. Ну, ты прекрасно знаешь, кто мои родители. Поэтому я пою с детства. Несмотря на то, что я отучилась финансовым, я потом поступила в Институт культуры. И даже независимо от этого я всегда продолжала петь, занималась, брала частные уроки вокала, ну, всегда выступала на сцене. То есть это неотъемлемая часть моей жизни. А как так получилось, что ты поступила вообще изначально на другое направление? Знаешь, перед тем, как поступать, я думала идти в экономические или иностранные языки, или же культуру. И подумала, что иностранный я могу и так выучить, петь я тоже могу научиться, поэтому решила получить такое, достаточно серьезное образование, я так думаю. И тем более в этом институте учились дети наших знакомых, наших друзей, и они очень его расхвалили, поэтому я пошла туда. Значит, ты пошла в институт по блату? Нет, я сдавала экзамены. Закончила я школу на серебряной медали, поэтому у меня были какие-то там поблажки вроде при поступлении. То ли я меньше сдавала экзаменов, не помню, в общем. Кто ты еще раз по первому образованию, твоя специальность? Я экономист. Экономист. Тебе это Economist. В жизни помогает сейчас? Ну, как тебе сказать? Ты используешь это вообще? Навыки, особо которые нет. ты получила? Нет, знаешь, это вообще... Я считаю, что любое образование, если ты параллельно не работаешь, то оно не то чтобы бесполезно, ты не можешь себя реализовать в этом направлении, это очень сложно. Поэтому я очень, очень плохой экономист. Я не умею зарабатывать, я умею тратить. Добро пожаловать не трачу в клуб я «Транжир». Лучше, чем зарабатываю. Как на тебя повлияло вообще быть, так скажем, модное слово, nepo babies? То есть ты звездный ребенок, как это отразилось на тебе? Тебе это помогало или тебе это мешало? Ну, как тебе сказать, в школе, когда я училась, мне это, наверное, даже немножко мешало, потому что все на меня смотрели как на ребенка известных родителей. Я старалась быть очень правильной, чтобы про меня не говорили плохо, чтобы родителям мне было стыдно за меня. В принципе, на начальном этапе, когда я начинала выступать, наверное, это как-то помогало, потому что проще стать известной как дочь кого-то, да, а потом ты не можешь всю жизнь ссылаться на это, и жить на этом. На этом багаже, на этом бэкграунде. Да. В целом, сейчас я не вижу какой-то такой, не то чтобы привязки, какого-то влияния этого. То есть... Если ты сам ничего не делаешь, то это бесполезно, кто там твои родители. То есть сейчас ты уже не дочь звездных родителей, ты уже полноценный артист своего имени. Я думаю, да. И в одно время, знаешь, даже когда мы с мамой стали снимать ролики для соцсетей,
кто помоложе вроде как воспринимали, это же мама Лили Хайруллиной. То есть было наоборот, да? Да, были такие люди, которые говорили так. Кто как воспринимает, кто где, как видит информацию. Ты у нас человек, который, мне кажется, била рекорды просто по максимальным хейтом. То есть в свое время, особенно когда ты начала эксперименты уже в сторону себя, как Лили Хайруллиной, музыкального какого-то нового движения, визуального поиска себя, очень много тебе писали неприятных вещей. Как ты вообще с этим жила? Это началось где-то в 2017 году, наверное, вот когда мы с тобой начали работать. Вот этот человек, благодаря которому я начала получать много хейта. Хейты, да. Поэтому спасибо тебе, Артур. На самом деле хочу искренне сказать спасибо, потому что когда тебя обсуждают, это круто. И поэтому я спокойно это воспринимала, с одной стороны, потому что одно дело, когда тебе что-то плохое говорит какой-то диванный критик, другое дело, когда уже какой-то профессионал. Так как я работала с профессионалом, с тобой, еще с профессиональными стилистами, то есть все это было заранее продумано, а не просто так захотела, там вышло в каком-то образе, да. Поэтому я была абсолютно спокойна, что я на правильном пути, что я делаю нормально. Это как бы такой обычный хайп. Он в каких-то рамках определенных, да, не выходит за рамки приличия. Это было просто... За этим было интересно наблюдать зрителю, я думаю, потому что зрителю всегда нужна пища для обсуждения. Я надеюсь, что мы вам ее дали. Соглашусь. То есть тебя никак, так скажем, психологически это не задевало, что, не травмировало с точки зрения, что, делаю ли я правильно, может все-таки вернуться к предыдущему образу? Нет, особо нет. Знаешь, раньше. Мне даже это нравилось. В какой-то момент я начала получать какой-то от этого заряд. Это было для меня забавным, читать какие-то подобные комментарии, потому что я специально даже делала, подогревала вот эти моменты, и мне было забавно за этим наблюдать. Угу. Я считаю, что это нормальная реакция. В целом, да. Мне кажется, мы же делали это осознанно, понимая, что будет, какие будут последствия. Зато было интересно. В целом, я считаю, что любое творчество вообще должно вызывать эмоцию. То есть, если твое творчество вообще никакую эмоцию не вызывает, ни положительную, ни отрицательную, то, получается, в этом нет интереса, наверное, у зрителей. Тогда есть ли смысл этим заниматься? А тут обратная реакция была, и это было приятно. Я соглашусь, я очень рада, что жизнь меня связала с тобой, и что я соглашалась на какие-то твои безумные идеи, что-то мы придумывали там за день до выступления. То есть было очень много интересных каких-то и спонтанных моментов. Вот насчет за день до выступления. У меня такой... Это моя боль, так скажем, репетиции. Не все понимают важность репетиции. Понятно, что за ночь можно собрать номер, можно все что угодно за ночь собрать. В целом, при большом желании, где-то, конечно, это будет требовать и финансовых вложений, учитывая, если там костюмы нужно сделать, или там вдруг декорации, реквизит, что-то. Без этого никак. Уникальное. Вот расскажи самый для тебя, который в памяти остался, так скажем, crazy момент, который ты такая, вот мы это сделали, это очень круто. Тот момент, когда мы с тобой сделали выступление в костюме робота с оранжевым париком. Это было очень круто. Я вообще обожаю репетиции, на самом деле. Вот эти сборы, обсуждения, подготовку. Не раз бывало так, что мы готовимся, а песня еще не готова, еще даже не дописаны слова, она не записана до конца. Такой нервяк, но как бы в этом тоже есть какой-то свой кайф. И когда мы делали вот это выступление в костюме робота, я помню, мы искали референс, то есть как сшить этот костюм, я быстро его заказала. И буквально вот за день до выступления ты мне предложил, у меня есть дома оранжевый парик, давай ты выйдешь в нем. Я говорю, давай померим, посмотрим. И вот я помню, ты мне предложил 2 варианта, один оранжевый, другой красный. И все сошлось, мне кажется, я была как этот Корбан Даллас. Да, Лилу Даллас. После этого прям без приколов 2 недели тебя просто все паблики растащили. И ты стала мемом, мне кажется. В целом... Мне даже игрушку такую подарили с оранжевым париком. Это мило. Я считаю, что это было вообще очень круто. Это
это не было плохо, это было уместно, это была татарская дискотека. Когда мы готовились, чтобы зрители знали, да, как это происходит, это не просто мы там какие-то костюмы набрали и все. Это прежде всего вот мы обсудили концепцию как бы всей программы, да, тематику. Потом выбирали костюм, который бы подходил, который бы был уместный для выступления на сцене. Под эти костюмы мы искали костюмы танцора. Плюс мы еще нашли видео-футаж, где проецируется как будто человек, робот, как будто он там создается. Плюс у Марата Мухина на студии мы записывали голос. Это звучало так, что первый татарский робот, который поет, типа девушка-робот. Поет и танцует. Да. И там еще были очки вроде какие-то. В общем, полноценно мы подбирали все образы, вот записи эти. Потом вот плюс парик у нас случился. То есть это такой сбор всего. По всем фронтам как бы нужно все рассмотреть, все, чтобы логически сложилось, чтобы это смотрелось целостно на сцене. Вот я вот благодаря тебе, Артур, все это случилось. Все уже поняли, что этот подкаст просто хвалебный имени меня. Вы можете писать комментарии. Все поняли уже, для чего я запустил этот подкаст. Вот такой вот я. Ну, может быть, ты понял, что я такой же crazy человек, который согласен там на воплощение каких-то подобных идей. В принципе... Абсолютно. Я, кстати, в первую очередь хочу поблагодарить тебя, потому что если бы не твоя рисковость вот эта вот и открытость именно к творческим поискам, к экспериментам, то ничего бы не сложилось. Потому что придумать что-то на самом деле очень часто вот так вот. А утвердить это и реализовать, вот это сложно. И в этом тоже и твоя заслуга в том числе, пойти на вот этот риск и это все сделать, зная, что, возможно, ты огребешь там кучу негатива от этого, да, что, возможно, это где-то понизит, как бы какую-то твою статусность, но тем не менее, когда ты делаешь, вот по сердцу, да, если вот тебе хочется это сделать, ты понимаешь, что тебе это откликается, и ты делаешь, и не понимаешь, почему это делаешь, и получается какой-то приятный результат. Но кто-то хейтил, кто понял, тот понял. Ну да. Было многим прикольно, на самом деле, за этим наблюдать. Писали, что так классно, это что-то новое, такого же реально не было. Ну да. И вот мы тут пришли к ключевому вопросу, к понятию татарский артист. Понятно, что это обобщающее какое-то, обобщающий термин, внутри которого, да, артистом может быть и певец, и танцор, и музыкант тоже, его тоже можно назвать артистом, но тем не менее у нас есть все-таки артист как персонаж условный, да, и есть певцы-вокалисты, которые, вот что называется, моңлы жершиларыбыз, то есть те, которые прям поют, это певцы. К какой категории ты себя относишь? Я отношу себя, наверное, к категории артист, потому что для меня не то чтобы недостаточно только петь, мне интересно творить, какие-то образы, что-то интересное показывать на сцене, что-то оригинальное. И я думаю, в принципе, все артисты, как ты говоришь, они разные. Для кого-то достаточно выйти на сцену, просто что-то спеть, и как бы у этого человека есть своя аудитория. А кому-то интересно посмотреть на какое-то зрелище. Народ обычно хочет зрелищ. То есть на каждого зрителя, я думаю, должен быть свой артист. Хлеба и зрелищ. Да, который удовлетворяет его какие-то моральные потребности. Я считаю, что это нормально. Любой как бы, образ. То есть каждый артист может показывать себя так, как он хочет, или как там продюсер с ним работает, как его там самовыражает другой человек. Я бы это даже обозначил бы не только как артист, в целом это как будто бы хочется распространить и на людей, когда каждый человек имеет право проявляться так, как он чувствует, именно по сердцу. То есть вот как человеку запретить, если он по сердцу хочет вот проявляться именно таким образом? Это же творчество. Я считаю, что творчество — это прежде всего свобода, и ты хочешь самовыражаться, показывать именно так, как ты хочешь, петь именно те песни, которые ты хочешь, а не так, что все должны петь там под баян, что-то народное, у каждого свое. Допустим, человек же не может там питаться одной картошкой, например, да, ему хочется там и салат, там и еще что-то, да, там мясо, я не знаю, тоже должно быть такое разнообразие. Иначе конечно. будет скучно, это факт. Что такое стиль? Вот как понять, стильно это или нет? Это, наверное, как раз-таки самовыражение, как говорят, модно то, что тебе идет, то, что тебе подходит, то, что тебе к лицу. То же самое, наверное, в музыке. Насколько ты комфортно себя чувствуешь в музыке, которую ты делаешь, в творчестве, которым ты делишься. Я думаю, это и есть, в принципе, стиль самовыражения.
артиста. То, что ты назвала, я считаю, это больше про органичность. То, что вот элементы, которые подходят человеку, то есть если это органично ему, то есть не вызывает какого-то диссонанса. За что я люблю на самом деле нашего зрителя, он вот такой очень прямолинейный. Ему что-то не нравится, он пишет. Мне, часто, конечно, не так они пишут, что мне не нравится, а что они какие-то вещи чуть тоньше подмечают. Просто они на профессиональном языке не могут это объяснить, что там нам не нравится, это потому что... Чаще всего им не нравится, потому что это неорганично. То есть человек пытается играть в персонажа, которым он не является. Тут же тоже, мне кажется, есть вопрос целостности. Допустим, ты занимаешься творчеством, но ты не можешь себя правильно упаковать в плане образа сценического. Как-то вот чего-то не хватает, и поэтому персонаж не совсем складывается, именно вот для стиля, наверное, да. Поэтому тут тоже это все-таки командная работа, я считаю, если ты именно артист, если ты хочешь создать образ, это должна работать команда над твоим имиджем, над твоими треками, над аранжировками, над всем. А у нас как бы это не совсем принято на татарской стороне. У тебя есть стране. команда вообще твоя? Вот команда Лили Хайруллиной, которая все это создает? Есть. Я могу сказать, что есть. Не так, чтобы я там не гастролирую, да, но когда я делаю какие-то проекты, естественно, я всегда подключаю определенных людей. Я никогда не делаю одна. На любое мероприятие я всегда договариваюсь, мы всегда продумываем и одежду, и подтанцовку, и суть, которую нужно заложить в номер. То есть все взаимосвязано должно быть. Поэтому это такая общая работа командная. Сколько у тебя человек примерно в команде? Я так понимаю, что она такая не официально базируется, которая... То есть это такая... На фрилансе. Да. Вот когда мне необходимо, я звоню Артуру Хайруллину. Есть у меня и стилист, и еще пару человек, которые занимаются там организаторской деятельностью. То есть есть определенные люди, к которым при необходимости я могу обратиться. Как ты их выбирала? У тебя был какой-то критерий отбора, с кем тебе работать, а с кем нет? Давай на твоем примере тогда уж рассмотрим, как мы с тобой Как мы с тобой договаривались, как я тебе заплатил сейчас за кадром, все люди думают. Как мы с тобой познакомились, мы нашли друг друга, то, что мы поняли, что у нас общие какие-то взгляды. На какой-то очередной дискотеке, вот типа «Музыкаль Десант», ты сделал комплимент, сказал, что было очень круто, а я не привыкла, что человек может подойти и что-то такое сказать. Я вообще, в принципе, мало с кем на эстраде общалась и стояла одна за кулисами на тот момент. И вот мы с тобой начали разговаривать, и я узнала, что ты тоже Хайруллин, и как-то вот на этой почве все завязалось и связалось, все перетекло в дальнейшее сотрудничество. Я считаю, что это произошло потому, что у нас одинаковые взгляды, что я, наверное, человек с такими свободными взглядами в творчестве. И вот, считаю, что Вселенная притягивает именно тех людей, необходимых, нужных для тебя людей. Так само собой получается. Это не так, что ты где-то ходишь, ищешь. Да, можно искать, но с кем-то ты можешь сработаться, с кем-то нет. И вот с кем ты не можешь сработаться, эти люди, они автоматически как-то отпадают из твоей жизни, и остаются только те, с кем тебе комфортно. Да, абсолютно с тобой соглашусь. И поэтому, я думаю, именно поэтому у нас с тобой такое многолетнее и общение, и сотрудничество, и в целом все комфортно. Сольные концерты. В твоей практике есть 3 сольных концерта, и они все 3 разноформатных и разножанровых. Первый ты ставила в филармонии, я там был хореографом. Второй ты ставила в Эрмитаже. Там я вдруг стал режиссером резко. На 3-м твоем концерте, который проходил на театральной студии площадке МУМ, меня уже не было, потому что я уехал в Москву. Вот. И я покинул тебя. Я покинул твою команду. Я бросил тебя на растерзание татарских акул. Вот. И да. Расскажи, пожалуйста, о каждом концерте. Возможно, какие-то у тебя были моменты сложности или, наоборот, интересные для себя ты сделала откровения. Потому что сделать концерт — это огромный шаг для артиста. Это огромные и вложения, в том числе ресурсы и материальные, и эмоциональные. Там много людей работает. Расскажи немножко, я думаю, зрителям будет интересен процесс создания, как это вообще происходит. Это на самом деле очень сложно. Зрителю, конечно, кажется, что это певец вышел на сцену, спел, и все на этом. Ты сталкиваешься со всем сама первый раз.
и тебе много чего приходится делать самой из-за отсутствия опыта. Поэтому первый концерт, он был, наверное, да, немножко сложным для меня, но в то же время он был легкий. То есть почему? Потому что у меня был там режиссер. Мы делали этот концерт с Шигаповой Ильсер Ильдусовной. Она очень опытный режиссер, очень грамотный специалист, и она выстроила мне всю программу. Затем вот как бы вы с ней общались в плане хореографии, как-то все сложилось. И поэтому я реально почувствовала себя певицей, то, что так, я готовлюсь, я сейчас выхожу на сцену, я больше ничем не занимаюсь, моя задача выйти и спеть, то есть в этом плане было комфортно. Но в любом случае какие-то организационные моменты на мне лежали. Вот. И следующий концерт, это вот когда мы работали с тобой, это была, конечно, такая вроде и знакомая площадка, потому что мы выступали там в дискотеках, но с другой стороны было немножко непривычно, потому что зал другой, без сидячих мест, это был абсолютно другой формат, и немножко я стрессанула по этому поводу, но в любом случае у меня было некое спокойствие, потому что ты за все отвечал. А площадка МУ — это уже вообще другая история. Мне хотелось сделать что-то такое камерное с живым бэндом, и было много репетиций. Это на самом деле большая работа, когда ты работаешь с живым бэндом. И в принципе все сложилось. Этот эксперимент как бы я тоже провела. Мне было интересно, я это сделала. И сейчас, как бы исходя из всех концертов, исходя из всего этого опыта, у меня появились какие-то дальнейшие планы творческие. Все-таки я считаю, что необходимо, нужно сталкиваться со сложностями, иначе ты не поймешь, что это. Я считаю, что это в любой деятельности. Не поймешь даже, наверное, на что ты способен, пока не сделаешь. Да, после того, как ты это сделаешь, конечно, прям такая гора с плеч. Иногда бывает даже, знаешь, чувство некого депрессника, что ли. У меня даже такое было. Вроде, знаешь, концерт прошел, и ты не понимаешь, как он прошел. Ты понимаешь свои какие-то косяки, так скажем, да, и зритель-то этого не видит, не знает, но зато ты знаешь, и в этом вся сложность, что что-то, допустим, не получилось, и это немножко вот так вот тебя начинает напрягать, и спустя какое-то время только ты можешь себя отпустить, но, по крайней мере, у меня так было. Опыт — это в любом случае хорошо, сложности, они всегда есть, я думаю, будут, независимо от того, сколько там у тебя человек работает в твоей команде. Каждый концерт — это опыт. И каждый раз же по-разному еще мир меняется, то есть в процессе, то есть у тебя вот первые 2 концерта это были до пандемии, а потом это было в постпандемии, и в принципе мир поменялся к этому времени. Поменялась культура, так скажем, взаимодействия в этом. То есть вообще, в принципе, первое время после пандемии вообще было очень сложно. То есть люди, в принципе, не ходили никуда на концерте, и это была такая просадка. У меня щепетильный вопрос. 3 концерта. Ты ушла в минус, ты заработала, ты ушла в ноль. Не в плюс, это однозначно. Потому что в основном какие-то такие большие городские концерты — это всегда имиджевые проекты. У меня концерты были не только в Казани, были также в Челнах. Ты делаешь это ради репутации, как бы не для того, чтобы заработать. Да, все правильно, концерт. Это был имиджевый концерт. То есть это у тебя больше было вложением. Да. Хорошо. Я считаю, что это нормально. Нет, это абсолютно нормально. Скажи, пожалуйста, вот как артист, да, у артистов есть, в принципе, 3 источника доходов, если глобально смотреть. Это выступления, куда входят и концерты, и банкеты, и какие-то мероприятия частные и нечастные, да. Это, возможно, стриминг своих песен и реклама. На чем ты зарабатываешь? Что является твоим основным источником дохода? Ты не сказал 4-е. Я являюсь женой своего мужа. Но не у всех артистов есть такая позиция, к сожалению. Да. На самом деле работаю везде по чуть-чуть. Наверное, основное это больше какие-то выступления, там, мероприятия, на которые зовут. Да. На рекламе тоже, но не так часто я беру рекламу. Вот. И стриминги, там тоже не могу сказать, что огромные какие-то гонорары, но есть, в принципе. Вот те, кто занимается моей деятельностью на музыкальных платформах, они
Недавно, кстати, мне писали, говорили, приходи, нужно посчитать. Кстати, да. Вот. Ну, не так много, на самом деле. Там это всегда нужно работать, развиваться, чтобы было больше прослушиваний. Ну, понимаешь, да, что у нас уровень не как там, допустим, зарубежных звезд, где тебя слушают во всем мире. Ну, да, то есть татарская аудитория, она все равно локальная, ограничена, конечно. да, локальная. И, ну, везде по чуть-чуть. Вот. У тебя сборник, да, то есть ты не можешь выделить. Но, наверное, все равно больше Но больше выступлений, да. Да, за счет выступлений, потому что стриминги, я не думаю, что татароязычной музыки все-таки такие большие. Ну, это как такой приятный бонус, так сказать. А сколько примерно слушают тебя в месяц? Ой, в Яндекс.Музыке смотрела я в последний раз, не знаю, 86 или 87 тысяч человек было в Яндекс.Музыке, остальные площадки не знаю. Ну, статистика есть, у меня нет времени заходить, смотреть пока. Да. Я человек занятой, все знаю. Многодетная мать. Вот, это, кстати, очень такой интересный момент. Ты многодетная мать. Очень немногие об этом на самом деле знают. Ты не афишируешь свою личную жизнь. Я считаю, что это в целом нормально для артиста, да, потому что, наверное, не все хотят, чтобы их дети где-то афишировались. То есть ты на этом не делаешь дополнительный контент, хотя, как мать 4 сыновей, Матерь дракона. будто бы матерь дракона, ты бы могла сделать, мне кажется, очень такой интересный контент. Ну, для меня спокойствие моих детей важнее, чем рейтинги в социальных сетях. Я всегда это говорю. Ну, я считаю, что это абсолютно нормальное решение. Просто для многих это кажется чем-то необычным, потому что все показывают, а людей, которые не показывают, их очень мало. И для них кажется, что вот должно быть вот так. Типа все показывают, должно быть вот так. Ну, как будто я там, не знаю, с космоса свалилась. Это просто мое мнение, это абсолютно нормально. Ну, это так очевидно просто для меня. Меня это так удивляет, вот такая реакция людей. У тебя просто вот такие жизненные принципы, у кого-то другие, да, насчет нормальности. Хочется мне сейчас немножко разветвлиться и в личную сторону, и в сторону творчества. Надо будет вернуться. Сначала хочу, наверное, вопрос, который триггерит многих, хотя мы это уже прошли, но я спрошу его. Артур Хайруллин твой брат? Да, Артур Хайруллин мой брат. Двоюродный брат у меня есть. Представляешь, его тоже зовут Артур Хайруллин. На самом деле такое совпадение. Вот. Поэтому отвечаю всем. Отвечаем всем. Да, но. Да, но есть небольшое но. Да, есть небольшое но. Хочется вернуться опять еще к теме концертов. Все равно мы находимся на локальном рынке, у него есть свои определенные ограничения, внутри которых, даже если мы ищем что-то интересное, да, креативное, мы все равно находимся в каких-то рамках. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Как ты считаешь, что неприемлемо на татарских концертах, а что прям, ну, без этого ты не можешь делать концерт? Ну, знаешь, не могу сказать, что есть такое, что без чего вот прям нельзя, да, сделать татарский концерт. Как я уже сказала, что на каждого слушателя есть свое, и это свое, оно не может быть одинаковым. Ну, то есть это индивидуальные какие-то проекты. И даже вот я сейчас замечаю, да, что татарская музыка, она стала модной, то есть появились такие модные направления, исполнители, молодежь начала слушать татарские треки, татарскую музыку, но она не совсем такая прям народная, она другая. Есть вот такое современное, да, что-то стильное, которое более... консервативная аудитория, она не поймет вот эти современные песни, они хейтят их постоянно, типа «Жирман Бу», разве это песня? Вот. Но меня это очень радует, на самом деле, что есть вот такие вот... появились сейчас разные... Кого ты слушаешь из свежей крови, назовем их так? Как тебе сказать? Я вообще, когда мне задают, кто твой любимый исполнитель, я даже не могу ответить. Нет, подожди, это не про любимый слушатель. Ну вот, допустим, если сейчас открыть твой плейлист, ты же наверняка слушаешь помимо своих песен еще какие-то другие песни. Я слушаю вообще разные, и турецкое. Но, понятно, не уходи от ответа, я все равно тебя верну. Кого из татарской молодежи, ну, назовем их молодежь, это не всегда молодежь, кстати, иногда это могут быть наши ровесники, но те, кто делают новую, другую музыку, кто у тебя есть в плейлисте, а кого ты можешь назвать, тебе нравится? У меня особо нет, но просто хочу выделить вот «Дышать», да, прикольные треки.
Ой, кого еще могу? Вот мне очень нравились треки Хакима. Сейчас он, конечно, мало поет на татарском. Ну, Нурминского. Классно у нас еще наша общая песня тоже мне очень нравится. Вот. Кто еще нравится? Сейчас не могу прям вспомнить, но они есть. Ну, не суть. Ты, в принципе, уже 3 артистов назвала, которые в срезе так называемой татарской эстраде, татарского шоу-биза, это не люди, которых можно встретить на Татарша-солянка, например, да, на каких-то таких концертах. Это другой формат. Да, это другой формат. И вот отсюда у меня возникает вопрос. Понятно, что молодежь в принципе их находит и о них знает. Наверное, более консервативная аудитория — это не их целевая аудитория, они не должны знать. Но вот мне как будто хочется, чтобы была какая-то возможность этим артистам тоже проявляться, чтобы какая-то была площадка, на которых они бы периодически выступали, и было бы взаимодействие живое со зрителем. Я как раз-таки всегда видела проблему в этом, именно в плане, где таким артистам себя реализовывать, какая площадка для выступлений. Ладно, понятно, что в сети, в интернете там можно найти, слушать, но это же все равно как-то нужно продвигать, показывать, где-то мелькать, именно в каких-то офлайн там мероприятиях, да. Поэтому я всегда видела в этом проблему, что где ставить им концерты, например. Ладно, там у нас какие-то есть большие концертные залы, но там как-то не принято, и хотелось бы, чтобы было такое места такие, залы, где это можно было бы ставить вот такие концерты. Куда можно было бы иногда просто ходить и эту альтернативу послушать, чтобы она с какой-то тоже, может быть, периодичностью шла. Может быть, это тоже были какие-то сборные концерты, где вот эта новая творческая молодежь могли бы вместе общаться, понимать, что такая музыка нужна, что у этого есть свой зритель. Потому что когда каждый в своем уголочке что-то пытается делать, это сложно. Иногда, наверное, даже как-то ты сдаешься, потому что это же тоже огромные вложения. То есть, это вложение, это нагрузка, которую иногда не выдерживают, наверное, некоторые артисты, потому что всегда нужно вкладываться, ты сам понимаешь, что это аранжировка, это там, если ты сам не пишешь песни, их нужно покупать. Промо еще нужно сделать. Да, это очень много денег нужно, поэтому кому-то надоедает постоянно вкладываться. Жить-то тоже хочется, знаешь, и реализовывать себя таким образом, чтобы это тебе приносило доход. Поэтому в этом есть сложность. Возможно, нужна какая-то поддержка со стороны, там, не знаю, Государство, может быть, да. Но слушай, на самом деле в этом ключе эти поддержки есть, просто мы не всегда об этом знаем, потому Нет, что... есть такие фестивали, где как бы есть фестивали, а потом еще есть же, понятно, что грантовые истории, это сложно, и творческие люди, я у себя просто нашел этот тумблер, который переключается, если я просто в творчество переключаюсь, я превращаюсь в летягу. И это нормально для творческого человека, который живет в своем мире розовых единорогов. Это нормально. И у таких людей должны быть, вот возвращаясь к команде, люди, которые умеют это находить и организовывать, потому что музыкант ли это, певец или творческая единица, он должен заниматься вот созданием этого, а донесением до аудитории и продажей это как будто бы другой человек должен заниматься, потому что совмещать это внутри одного человека, таких, наверное, 1 на миллион может человек родиться, который в себе мог бы это совмещать. Вот какой-то продакшн нужен, да, типа как организация, которая бы там помогала, объединяла, либо продюсерский центр, наверное, правильно. Вот как бы ни хаяли в свое время Барс-медиа, которая была в свое время, в принципе, монополистом, и, наверное, это было неплохо, учитывая, что целевая аудитория татарской музыки не такая большая была. После этого там появился инди-лейбл Yummy Music, сейчас появились еще какие-то артисты, которые не там и не здесь. И мы понимаем, что, так скажем, рынок татарской музыки, он расширяется, он сам по себе как-то возникают, то есть молодежь, которая начинает экспериментировать с трендами внутри своего культурного кода, они возвращаются к каким-то мэтрам, то есть они могут слушать совершенно пласт, который вот оттуда там, условно, они могут слушать Ильхама Шакирова, но петь вообще какие-нибудь абсолютно другой стилистики татарские треки. Сейчас даже используют, то есть берут Ильхама Шакирова, форматируют под современное, делают что-то интересное. Кстати, я забыла сказать, я очень люблю группу «Амаш». Они очень классные. Я тоже очень люблю, невероятно классные ребята. Очень клевые, да. И концепция самой группы, даже само название «Амаш», то есть оно задает вот эту всю эстетику, которая есть у них и в музыке, и в визуале в том числе. Друзья, после выхода первого подкаста я получил множество вопросов о продюсировании и принял решение к консультациям
быть. Если вы хотите получить обратную связь по своему музыкальному материалу, вам нужно проработать ваш сценический образ, вы хотите разработать интересную концепцию для вашего выступления и собрать для реализации классную команду, welcome — этот знак именно для вас. Не упустите возможность стать лучшей версией себя. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь. Скажи, 10 лет одну и ту же хореографию танцевать на подтанцовке — это норм или зашквар? Это стрём, зашквар. Это так делают. Это зашквар. Так делают, так ребята. делают. Это практикуется очень активно. Да. И отсюда мне нравится очень. Ну, нам же за это не платят. Вам поэтому и не платят, потому что вы делаете одно и то же говно 10 лет подряд, ребят. Так нельзя делать. Ну, понимаешь, зритель этого не понимает, это мы знаем. Как ты думаешь, почему у артистов, кто-то в кавычках артистов, такое отношение к своей работе, как к шабашке? То есть, ну, как бы, типа, у меня руки, ноги есть, я танцую, у меня рот открывается, я пою. Знаешь, ну вот нет к своей деятельности подхода того, что зритель же за это платит деньги, а все это делается на отвали просто. Ну, я думаю, они, во-первых, и не понимают. Им нужно, чтобы кто-то танцевал, чтобы кто-то был там на фоне. Типа, все так делают, нам тоже так нужно. Угу. И неважно, что они там делают, это типа не в их компетенции. Я там пою, они пусть делают, что хотят. Но никто не контролирует. Ну, может, я не знаю, она видела вообще, нет, что нет там сзади происходило. Вообще не знаю, это выпустили в эфирах или крупным планом снимали певицу на тот момент. Это прежде всего отношение к своей работе и уважение там, к своему творчеству, да, к своей работе. Это же твое лицо. Даже если они танцуют плохо, это же твоя репутация. Это твое лицо, да. Мне кажется, многие не понимают. Не знаю, просто есть очень много таких артистов, которые, допустим, заплатили, но вышли на сцену, но они не имеют понятия, как это должно выглядеть. Это все-таки огромная ответственность, я считаю, то, что ты делаешь на сцене, ты же показываешь пример. Тут есть момент, да, вот внутрянки того, что видишь, требования должны быть, то есть даже если это не худсовет, наверное, те же телеканалы, у них же, должно же быть, наверное, видение статусности их канала, как у них должно быть. Мне, знаешь, кажется, что если сравнить, допустим, российскую эстраду с татарской, то в российской у нас принято, что есть продюсеры. Там тоже бардак. Да, но все равно там лучше, чем здесь. И у продюсеров уже есть какое-то понимание, как работать. То есть там уже есть команда. В основном как бы так и происходит. Но это рынок больше, естественно. Да, там... а здесь у нас мало таких людей, почти нет таких людей, как ты, например. Да, они сваливают, потому что в ту же Москву, потому что, ребята, извините. Который бы именно подсказывал, как нужно делать, корректировать, по крайней мере, да, чтобы это было нормально. И у нас нехватка вот таких вот людей, профессионалов, продюсеров или людей с продюсерским мышлением. Ну, это я так считаю. Но я думаю, что их и много быть не должно в плане того, что просто нужно каждому человеку работать со специалистом. То есть если вам нужно сделать ту же даже... Не люблю это слово подтанцовка, потому что подтанцовка — это те люди, которые дрыгаются на фоне, да? Есть понятие номер и постановки. Должна быть постановка под артиста. Я вот не могу себе представить, знаешь, пришли, взяли хореографа Бейонсе, он вот вчера и поставил шоу, и у Леди Гаги взяли и тех же танцоров поставили, они то же самое еще 10 лет танцуют. Ну, кто-то и не поймет. Как-то я вот это себе не могу представить. Во-первых, это зашкварно так делать, да, ну и во-вторых, это же, причем самое обидное, знаешь, в чем? Люди, которые даже те, кто вот в этой подтанцовке участвует, большинство из них по профессии, знаешь, кто, угадай? Не танцоры. Хореографы. Знаешь, что самое мне обидное? То есть эти люди, которые получают профильное образование и нифига не делают. Нужно ли это образование вообще тогда? Тогда вопрос получается. Да, я закончил профильное образование, я горжусь теми мастерами, которые были у меня, они заложили то, что мне нужно. Понятно, что после того, как ты заканчиваешь, ты еще куда-то идешь и учишься. Я считаю, что все-таки человек должен саморазвиваться. Это не только абсолютно в творчестве, это вообще во всех сферах. Когда ты посещаешь какие-либо там занятия, ты покупаешь обучение, да, куда ты ездишь, то есть обмен опытом, встреча с людьми этой же сферы, вы все равно встречаетесь, общаетесь, как-то вот именно на таком опыте, мне кажется, ты получаешь больше информации, актуальной именно, а не так, как вот по классике вот должно быть вот так. Очень много
в сети комментариев, как должны выглядеть татарские артисты, как они должны одеваться, как они должны себя вести, 5-10. Что ты себе позволяешь? Вот ты сидишь, что у тебя с лицом вообще? Что это? Ну, Артур, это звезды сошли с небес на мое лицо, освещают меня, освещают людей. Дарят им свет. У тебя вот я смотрю сережки. Ну что это такое, Артур? Современный татарский мужчина. Ну что за волосы длинные? Да. Ты Джаред Лето, что ли? Я Джаред Лето. Жеев. Жеев. Ну, на самом деле, мне кажется, сейчас стало больше свободы в плане образов. Не только татарского артиста, как татарского современного человека, девушки, там, парня. Люди спокойно... Ну, молодежь как бы больше самовыражается. Так же, это вот классно. Сережки, например, тоже стразики, там, цветные волосы, все что угодно. Но я не считаю это зашкваром, это нормально. Особенно для определенного возраста. Ну, не то, что для определенного возраста раз. Да. Для творческих людей выглядеть как-то условно даже экстравагантно иногда хочется, ну просто, что называется, душа так просит. Вот, ну вот хочется, хочется тебе выражаться иначе. Вот хотела поделиться опытом. Когда я была в США, мы ездили в Google. Да вообще в целом в США люди, которые работают в офисах, у них прям полная свобода. Ну, хочешь приходить с зелеными волосами, хочешь с красными. То есть нет такого там жесткого дресс-кода. Ну, возможно, в каких-то определенных компаниях есть, но самое главное, чтобы человек качественно выполнял свою работу. Вот. И в сроки. Вот это важно. И я считаю, что если человеку комфортно ходить там с длинными волосами там, или с сережками, why not? Почему нет? Why not, да. Но для меня тоже. Но это, опять же, про принципы. Вот я уже сейчас понимаю, что твой принцип в работе, да, тебе важно качество того, как это сделано, да, процесс взаимодействия. Я такой же, то есть, как говорится, назвался груздем, полезай в корзину, да, назвался танцором, танцуй. Назвался певцом, умей петь. А не так то, что я номинально называюсь, но потом я уезжаю в тур, а у меня 90% я открываю рот под свою фонограмму. А зритель это тоже видит, он не дурачок, который не видит. Есть люди, которые не понимают. Я один раз проводил тест, и я понял, что, оказывается, не все понимают, но это все равно ответственность людей, которые выполняют свою работу, неважно в какой сфере. Неважно. То есть... Но это же про ответственность. Мне кажется, свобода — это равно ответственность. Должно быть. То есть если человек говорит, что я позволяю себе так свободно выглядеть, значит, я и должен нести ответственность за то, что я делаю. И то же самое относительно его профессии. То есть если ты выполняешь какую-то свою деятельность, ты как минимум это должен делать качественно. Иначе... как ты за это будешь просить деньги, да? То есть эквивалент энергии и времени, который потрачен. Это да, есть еще такой момент, раз это называется шоу-бизнес, то есть есть те люди, которые, постоянно, в принципе, поют под фонограмму, но у них есть какой-то определенный образ, и просто люди любят этого человека как абсолютно, личность. Да. То есть неважно, как он поет под фонограмму или нет, их цепляет эта личность, этот образ, и им это доставляет удовольствие, для них это важно. Вот, то есть соглашусь. Тоже такой парадокс. Ну смотри, мы все-таки с тобой топим за историю того, что это должно быть грамотно, это должно быть профессионально. И вот отсюда хочется мне посоветовать людям, которые так или иначе имеют отношение к музыке, не поленитесь, пожалуйста. Я прикреплю в описании ссылки на книги. Почитайте, пожалуйста. Велосипед изобретать не нужно. Все уже расписали. То есть поймите эту структуру. Сейчас мы живем в век информации, когда есть все. Нужно просто не лениться и хотя бы какую-то базу изучить. Неважно, в какой вы профессии, чем вы занимаетесь. Пожалуйста, очень прошу. Очень хочется, чтобы все вокруг росло, улучшалось, и люди делали качественные продукты, чтобы было вот это вот отношение приятное. Потому что когда, условно, вот стоит бутылочка воды, мне хочется, чтобы люди, которые приложили к этому руку, делали это с любовью, сердцем, а не на отвали. И это чувствуется на самом деле. Мне кажется, даже после просмотра этого подкаста, в принципе, кто-то для себя что-то сможет взять, какую-то информацию, я надеюсь, да. Какие-то инсайты. Да, модное слово. А не охренел ли зритель? Вас говорить, вас обсуждать публично. Да. Знаешь, вот я сталкивалась с такой ситуацией неприятной не раз. В «Пирамиде» ты прекрасно знаешь, как там устроен зал, что есть там бар. И вот во время антракта люди
демонстративно выпивают. И это меня очень сильно задело, конечно, это было настолько некрасиво, мне показалось так неуважительно. Кто-то даже приносит с собой, понимаешь, на концерты. Ну, вот это тоже, я считаю, что невоспитанность. Там обсуждают, да, артиста, вот он такой, а вот зритель тоже бывает не совсем такой. Ну, что с этим делать? Не знаю. Это опять возвращаясь на тему того, что какой должен быть современный татарский человек. То есть, если мы говорим, что мы перекладываем ответственность за язык, за какое-то культурное наследие на артистов, да, а сами при этом почему мы не говорим внутри семьи на родном языке, почему мы свои какие-то ценности не закладываем. То есть, мне кажется, это глупо перекладывать ответственность на телек. У него совсем другие задачи. Я считаю, что все действительно закладывается именно в семье, в воспитании. Даже вот этот зритель, который приходит, там, выпивает, ну, он так воспитан. А еще это клише, не знаю, сталкивалась ты с этим или нет. Я не так много в своей жизни гастролировал, но были моменты, и когда после концерта накрывают гостевой стол, и тебе говорят, ну вот надо выпить, а я алкоголь, это несовместимая история. Мне говорят, а как же ты веселишься? Ребят, мне по жизни очень весело. В целом, ну как бы алкоголь, здоровый образ жизни. Он не добавляет мне какого-то веселья, и я сейчас не агитирую кого-то, да, у каждого свой путь, у каждого свой выбор, но я понимаю, что это вещь, которая разрушает человека. Это и научный факт, и в целом факт. И вот это вот клише, когда что артисты после концерта должны нажраться. I'm sorry, нет. Я после концерта хотел бы душ принять и спать пойти, чтобы на следующий день у меня были силы для того, чтобы... Мне кажется, наоборот, алкоголь, он притупляет ощущения, как бы ты не получаешь истинного кайфа, истинных эмоций, естественных, в полной мере. Наоборот, мне кажется, это как-то сбивает. Еще хотела сказать про такой момент, тоже про зрителя. Когда заканчивается концерт, все начинают вставать. Еще песня не закончилась. Концерт еще не закончился. Он еще не закончился. Еще песня там, она подходит к концу. Люди уже встают. Они, наверное, боятся, что их одежду кто-то украдет именно вот под конец концерта. Но это тоже, мне кажется, это такое неуважение по отношению к артисту. Вот этот момент тоже я бы хотела озвучить. Но он есть, это действительно есть такая проблема, что люди встают и начинают уходить. Я не знаю, с чем это связано. Опять-таки, мне кажется, с воспитанием. Ну, тенденция такая есть. Ну вот опять же, если мы возвращаемся к вопросу, что татар халқы тыйнақ бұларға тиіш. Вот это вот про тыйнақ в этом ключе, да, что вот эта вот скромность, она вот так, что ли, проявляется, что взяли, и человек еще не закончил выступление, и мы такие... До свидания, мы решили, что закончилось. Но, с другой стороны, может быть, им не понравилось. Они такие решили под конец концерта. Нам не очень было хорошо, мы решили покинуть это мероприятие. Я не знаю. Но и такая тенденция есть, да. Лиля, да. Сейчас у тебя будет экзамен по знанию профессий на эстраде. Скажи, пожалуйста, в чем разница танцора и хореографа? Танцор — это человек, который исполняет определенный танец, подтанцовку, а хореограф — это человек, который именно ставит эту постановку, то есть объясняет танцору, как нужно, в какой момент двигаться, ну и все, а танцор уже исполнитель, так сказать. Five points go to... Yeah, thank you. Лиля. Дальше. Композитор и аранжировщик. Композитор — человек, который сочиняет, пишет песню, музыку к песне, аранжировщик — это уже тот человек, который на основе этой мелодии, придуманной композитором, ее как бы выражает при помощи различных инструментальных звуков, на синтезаторе, возможно, там живой бэнд, да, как бы делать типа как аранжировку, так сказать. Может ли композитор быть аранжировщиком и аранжировщик композитором? Почему нет? Я думаю, да, потому что, допустим, есть такие люди, даже вот с кем я сотрудничаю, прежде всего я их считаю композиторами. Допустим, человек написал песню, он отправил свою же песню в аранжировке, в которой он бы хотел ее услышать. Некоторые, кстати, композиторы, они прямо отказываются, что переделывали их аранжировку, есть такое даже. Вот поэтому вполне уместно, если человек умеет красиво, грамотно делать аранжировки, если композитор это умеет делать, именно выражать прям полноценно, да, свое творчество. Поэтому вот эти две области, они совместимы. Отлично, вполне. 5.
5 points go to. Вот есть главный режиссер, а есть режиссер-постановщик. Думаешь, в чем разница? Ну, я думаю, что главный режиссер, он ответственен именно за полную концепцию, допустим, концертной программы, да, то есть какой посыл должен быть этого концерта, что хотел сказать автор. А именно режиссер-постановщик, он именно, наверное, как бы работает над какими-то деталями, допустим, над какой-то именно песней, то есть нужно песню вот выразить вот так вот, чтобы вот, и, допустим, сколько-то песен, да, чтобы они были взаимосвязаны, то есть так, ну, более детально, наверное, подходят и учитывая также вот всю общую концепцию. Ну, в целом, да. То есть главный режиссер, он следит за всем, а режиссер-постановщик, он уже эпизодически прорабатывает какие-то главные идеи. Ну, как главный режиссер, наверное, частично можно назвать делегирует, да, вот это направление, чтобы отрежиссировать какие-то более мелкие моменты. Ну, это мы в идеальном мире говорим, что у нас существует и главный режиссер, и режиссер-постановщик. По факту мы понимаем, если бы был один режиссер, вообще в целом уже было бы хорошо. Но это знаешь, как у нас на банкетах хотят, чтобы ведущий был и ведущим, и диджеем, и там еще баянистом. И следующий вопрос. Разница диджея и звукорежиссера. И чтобы это еще было очень дешево. Да, за 1000 рублей в день. Звукорежиссер, диджей, это, наверное, человек, ну, как мы принято воспринимать нами, который включает какие-то треки или определенный набор песен, да. Звукорежиссер. А звукорежиссер — это человек, который, ну, также, если взять концерт, регулирует качество звука, издаваемого через колонки, то есть чтобы не фонило, чтобы все было, ну, гармонично, то есть был хороший, качественный звук на восприятие зрителя. Правильно. Вы прошли душный экзамен от Артура Хайруллина. Отлично. Приятно. Так, сейчас я чекну, что нам еще нужно сделать. Вот если вы будете работать с Артуром, будьте готовы к таким испытаниям, вопросам. Кстати, вот что я хотел спросить. Да. Ты человек, который очень долго и плотно со мной работает. Да. Понятно, что у каждого из нас есть медиакартинка, а есть реалии. Отличается ли медиакартинка Артура Хайруллина от реалий? Или нет? Что внутри в процессе, какие... Да, вот расскажи, потому что я никогда у тебя не спрашивал, что такое работа. Я готов абсолютно к любой обратной связи. Ты можешь абсолютно сказать моменты, которые тебе нравятся, не нравятся. Возможно, я для себя что-то новое найду, чего я не знаю. Слушай, мне нравится все. Я люблю требовательных. Не бывает такое. Я люблю... Нет. Это куплено. Я очень люблю, когда человек требовательный. И... Ну, как сказать... В чем проявляется моя требовательность? То есть я, во-первых, знаю, что ты профессионал, поэтому я спокойна, когда я к тебе обращаюсь. И когда ты что-то требуешь от меня, от танцоров, да, от всех, я понимаю, что это уместно, что это так должно быть. Потому что ты знаешь свое дело, ты знаешь, как должно быть. Если я начну вставлять какие-то свои там 5 копеек, я думаю, что, возможно, твоя задумка может и не получиться, потому что у тебя есть четкое видение того, что должно быть и как это должно делаться. То есть поэтапно. Поэтому я считаю, что не нужно лезть. Ну, возможно, конечно, какие-то вопросы задать, что непонятно, да. Может быть, ну, какие-то... Ну, пожелания, да, выразить. Но в целом я считаю, что это должно строиться на полном доверии. Раз ты обращаешься, то ты должен полностью доверять человеку, потому что он профессионал. Я думаю, что именно на том, что совпали наши принципы, совпала наша требовательность и подходы, и вот это вот некое доверие, где-то совпали наши... взгляды, может быть, на жизнь. И вот такой симбиоз получился, когда это делается легко, с кайфом, когда ты там закидываешь идею, и ты там даже не заморачиваешься, как это будет. Просто все само собой складывается. А давай сделаем, давай? Да, и с костюмами, и люди находятся. То есть... Я обратил внимание, что это очень часто так происходит. То есть если вот на входе есть вот эти вот какие-то вот такие истории, они прям до конца так и будут, да. и вот так ты заканчиваешь этот проект. Да. Ну, понятно, что все равно ты будешь делать хорошо максимально, потому что это уже какая-то твоя... репутационные линии, в которой ты существуешь, что ты уже не можешь, если там привыкли, что Хайруллин делает вот так, что он не может здесь сделать на отвали, а тут делать хорошо, потому что тут мне комфортно с кем-то работать, а тут знаешь, некомфортно. Когда задаешь планку, уже не хочется ронять ее,
уже хочется делать и лучше, и лучше. Причем она как-то странно была задана, то есть я вообще не... Я не планировал, ребята, заниматься тем, чем я на данный момент занимаюсь. Даже то же самое и с подкастом. Я не планировала тут сидеть и разговаривать, да? Да. Короче, не люблю я, когда к своему делу относятся непрофессионально, и поэтому... Ты меня испугаешь. Да. Тут должна быть устрашающая музыка. Фоном поставишь. Ты знаешь, что у меня есть черный список артистов? Серьезно? Да. Много там и артистов? Ты тоже туда можешь попасть. Если что? Для этого нужно просто косякнуть разочек. И все. Значит, я никогда не... Этот еще не делала косяков. Да, отличница битинды. Да, ну вот такие вот есть, знаешь. Я понял, что... Ну, а вот как? А ты будешь говорить, кто у тебя в черном списке? Мне кажется, они сами уже знают, что они там. Зрителям очень интересно, с кем ты не хочешь работать. Скандалы, интриги, расследования. Смотрите следующий. Не знаю, буду я это когда-нибудь говорить. Придется ли мне сидеть в извинительной мили водолазочке? Кстати, у тебя есть извинительная водолазка? Нет. Нет, мне тоже Кстати, я не извиняюсь, если я знаю, что я прав. А я всегда прав, да? Чаще. Есть люди, которые не любят, когда я так говорю, но это факт. Уважаемые подписчики моего канала, а также рандомные 3000 человек, которые просто заходят посмотреть и не комментируют, просто смотрите и пересылайте. Мне тоже приятно. Если вы хотите узнать, кто же у меня в заблокированном листе, пишите плюсик в комментарии. Нет, не пишите плюсик в комментарии. Пишите «Народ требует правды». Давай. И тогда, возможно, я сжалюсь над этими артистами, разблокирую их и позову. Ну, может, они не придут, может быть, они уже отправили, не знаю, меня уже куда-нибудь в бан. Кстати, творческие люди очень обидчивые часто. Не все. Часто. Ну, в целом, да. И про это мы тоже в прошлый раз обсуждали, что вообще, ну, как бы каждый человек, он ранимый. Ну, с одной стороны, это нормально, но есть моменты, касаемые профессиональной деятельности. Вот тут нельзя на личности переходить. Вот этого я не приемлю. Есть момент, когда личностно переходят границы. Вот одни у меня поэтому чуть-чуть такие пошли. А другая история профессиональная. Есть моменты... неприемлемые для меня. Но это, опять же, только лишь мои принципы. Возможно, кто-то работает по-другому, кому-то что-то комфортно. Я просто решил, что важно быть честным с самим собой. Некоторые просто как будто по-детски обижаются вообще там, где, в принципе, ничего обидного нет. Ну, наверное, это все-таки такая творческая черта человека, вот эта ранимость. Да. Ну, слушай, но это мешает же чаще всего. Да, да. Это больше мешает, потому что я знаю, что я был люто обидчивый. То есть мне, вы знаешь, мне еще много не надо было. Я в себе это перевоспитывал. Я понимал, что это мне мешает жить. Тут объективно нужно как-то смотреть. Да. Но это сложно, понятно, что... Ну, наверное, даже и с психологами, и даже где-то с психотерапевтами надо это прорабатывать. Ты, кстати, бываешь у психолога? Я была 1 раз. Я ходил, я даже... Нет, 2 раза. Я к психотерапевту даже ходил. Вот когда в Аргентине была, мне пришлось обратиться онлайн к психологу. Я с тобой, помнишь, еще там тоже переписывалась. Да? Я там вообще почти ни с кем не общалась. Ну, слушай, это важно, потому что есть моменты, когда тебе нужно с кем-то обсудить. Но мне не помогло, если честно. Но это все равно опыт. Ну, 1 сеанс — это, конечно, мало, но все-таки там... Абсолютно, да. Такая была ну, хотя бы, ситуация. Ну, смотри, тут опять же нужно, во-первых, найти человека твоего в плане того, что который будет это готов. Вот, слоган нашего подкаста: мы слушаем и не осуждаем. А у нас будет не так. Мы обсуждаем, но не осуждаем. Да, это лишь наше мнение. Оно может совпадать с мнением кого-то, может быть, не совпадать. Это лишь наша точка зрения, мы с этим живем. Как говорится, 100% понимания, 0% осуждения. Да. И мы подходим к самой интересной части нашего подкаста. Рискни с Хайруллиной. Все, как мы любим. Что там будет? Да, сейчас я тебе расскажу. Карточки в студию. Карточки в студию. Несите, как там это? Крутите барабан. Итак, Лиля, я знаю, что ты любишь риски и всякие хайповые штучки-дрючки. Я приготовил для тебя 4 хайпушки. Сейчас мы узнаем. Они, естественно, будут милли. Все это будет через призму красивого татарского современного. Вот такие, если ты вытянешь сережечки, это будет означать что-то, связанное с образом.
Если ты вытянешь тюбетеечку, то мы будем с тобой снимать на татарском языке. Татарша подкаст? Может быть подкаст, а может быть что-то. Может быть влог. Может мы поедем в какой-нибудь аула и будем там снимать. Да, а то все думают, что мы такие тут сидим, выпендриваемся, знаете. Сорман районында өстім мен. Да. Ну, мен сен шахардан олмын, кстати? Мен шахарда тудым. Әбиде еді мен де ауылда. Аналогично. Шуңа көрі әллә ниләр ойламақсың да. Тюбетеечка. Если ты вот такие красивые татарские сапожки вытянешь, это будет означать постановочку. Постановочку. Но если ты вытянешь ту прекрасную, вкусную өшпешмак, то будет сюрприз. И я сам решу, что я буду... Что же, мили, с тобой я буду делать. Да. Ну и, конечно же, здесь у нас... А еще есть что-то, да? Ты должна за это заплатить да. мне. А ну, бесплатно нету там, бесплатно? Есть. Халява, please. Да, халява, please. Все, как любят наши татарские артисты. Халява. Она есть. Но не факт, что я ее вытяну. Я сейчас уберу эту карточку, а то... А, ты будешь вытягивать? Цену буду вытягивать я. Какая у нас тут ценовая история? Там пометки там не сделал случайно? Нет, не сделал. К сожалению, для себя, потому что в прошлый раз я уже вытянул бесплатный. 0. Бублик татарский. Здесь плохо пропечатал у меня принтер. Здесь 25. 25 50, это что? И 125 тысяч евро ошпешмаков. Знаешь, такие евро-шпишмаки выпускают? Нет. Золотые. Да? Да, тебе придется 25 евро-шпишмаков мне заплатить. Да. Нет, это наши родные российские рубли. Да. Так, эти карточки сейчас идут тебе на выбор. А давай-ка я не буду их раскладывать в этот раз, а мы сделаем такой расклад. Ты сейчас... Я вытянула? Ты вытянешь, да. И мы узнаем, что же тебя ждет. Давай, Лиль, давай. Моя судьба решается сейчас. Давай, твоя судьба сейчас решается. Мы сейчас сделаем первый милли татарский расклад и узнаем, что же тебя ждет в ближайшем будущем. Давай, вытягивай. Что ты всем занимаешься, расклады делаешь. Расклады делаю. Тяни карту. Карточка фортепита елтралкла. Да! Показывай зрителю, что тебе вышло. Ну-ка. Эшпешмак. Сюрприз. А теперь посмотрим, во сколько тебе золотых сюрпризов это обойдется, Лилия. Сюрприз. Там может быть все что угодно. Так, да, подожди, ты теперь перемешиваешь. Теперь узнаем мое ближайшее будущее. Сколько золотых треугольников придет мне на карту. Обращайтесь. Карта к номеру привязана. Я предскажу вам ваши деньги. Давайте. Лили сегодня. Ты же не зря, смотри, экономически заканчивала. Ну, хотя бы для этого использовать где-то образование. Пригодиться. Давай, Лили, где-то должна Так, я должна вытащить. Блин, мне вот сейчас вот чуть-чуть тревожно. Тебе что тревожно? Мне тревожно, потому что 3 из них с деньгами, а 1 нет. Если я еще раз вытяну без денег, ребят, каждый раз делать творческие съемки за свой счет, извините. А, я думала, там нету без денег. Есть, там есть пустая карточка. А син аласың бит? Ну, конечно. Будет обидно, если она будет... Чё? Ну ладно. 25 золотых не 125. Да. Кстати, я тебе хочу по секрету сказать. Okay. Там было 250, там просто 0 не напечатался. Но мы решили, что это будет 25. Так что... Ну ладно. Так что какой-то сюрприз тебя будет в ближайшем будущем ожидать на 25 тысяч рублей. Так, подожди, это я себе должна заплатить 25? Конечно. Это ты должна будешь заплатить не мне, а это уйдет в реализацию этого проекта творческого. В этот сюрприз. Да, сюрприз. Сюрпризы теперь платные. Сюрпризы теперь платные. Нет, они могут быть бесплатными, просто вот сегодня фортуна не на твоей стороне, на моей. Ну, слушай, я не могу сказать, что мне прям не повезло. Ну, в целом, да. Хорошо, что не 125. Потому что мы будем, скорее всего, выбирать внутри вот этого всего, поэтому... Мне кажется, вполне себе. Ну, как скажешь. Ты же у нас господин режиссер-продюсер. Лель, так как я человек, бываю необязательным, как творческая единица, нам нужно поставить с тобой дедлайн. Я предлагаю его ставить месяц, чтобы мы это все с тобой реализовали и до нашего зрителя донесли. Так что давай. Следите обязательно за этими нашими событиями. Айма? Мы будем транслировать, возможно, в сторис, да, что можно сделать. Ну да, это где-то... Что можно сделать, какой сюрприз за такую цену? Сюрприз. Да, Окей. Лиля. Да. Я очень тебя люблю. Я тебя тоже. Я очень тебе благодарен, что ты пришла, что уделила время в своем плотном графике. В плотном графике матери 4 сыновей, дай тебе Бог
терпения и сил. Спасибо. Да. До скорых встреч. Да, зови, я всегда за. Поработаем. Ждите наши новые сюрприз. Не пропустите. Грандиоз тамаша. Sizning bunday tomoshani ali ko'rganingiz yo'q. Ham bo'lmayashaqda.